Здравствуйте, в эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. Найденные на месте пожара фрагменты костей не принадлежат человеку. Поиски ребенка, пропавшего во время пожара в частном доме в столице республики, продолжаются, сообщает Следком Якутии. Ночью на месте пожара обнаружены фрагменты костей, однако судебно-медицинским исследованием установлено, что останки не принадлежат человеку. В настоящее время продолжается проведение процессуальной проверки. Назначена пожарно-техническая экспертиза, проводятся мероприятия по установлению местонахождения ребенка, говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что в столице региона произошел пожар в частном доме. Общая площадь составила 90 квадратных метров. Родители сообщили о пропавшем мальчике, жители дома. По данным следствия, мать и дедушка ребенка в момент возгорания находились во дворе, занимались хозяйством. Увидев возгорание, взрослые начали поиски ребенка, которые не увенчались успехом. По словам очевидцев, огонь вспыхнул на втором этаже, где в этот момент играл мальчик. Причина пожара пока не установлена, но, как говорят очевидцы, соседи, был слышен хлопок, и огонь мгновенно охватил весь второй этаж дома. Служебная овчарка помогла полицейским раскрыть кражу по горячим следам. Жительница Якутска сообщила о краже имущества из строящегося дачного дома. Во время двухдневного отсутствия хозяев неизвестные проникли в дом через незапертое окно и похитили оттуда электрическую пилу, 2 шуруповерта, поливной насос, а также 50 метров электропровода и другие ручные инструменты для работы по дереву и строительства. Следственно-оперативная группа обнаружила возле окна следы обуви, оставленные подозреваемыми. Полицейский кинолог пустила по следам служебную овчарку по кличке Вульф. Пройдя около 500 метров через частный сектор, Вульф вывел полицейских к строительному вагончику, где и были задержаны 3 несовершеннолетних подозреваемых. В ходе осмотра помещения часть похищенных вещей была обнаружена и изъята. Остальное подозреваемые успели продать. На мужчину, подозреваемого в краже огнестрельного оружия, возбудили сразу несколько уголовных дел. Пострадавший житель села Арылах Мирнинского района рассказал полицейским, что ночью неизвестный украл из гаража 2 единицы нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и гладкоствольное охотничье ружье 12 калибра, также сварочный аппарат и электроинструменты. Подозреваемым оказался 35-летний безработный уроженец Мирнинского района, который дал признательные показания. Выяснилось, что мужчина проник в гараж путем отжатия навесного замка. Похищенное имущество и оружие он спрятал в тайнике в районе кладбища. В ходе проведенных обысков похищенное было изъято полицейскими в полном объеме. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Невенгринские полицейские установили подозреваемых в краже городской лавочки. Сотрудники правопорядка выяснили, что ранее 19-летний местный житель, будучи пьяным, сломал лавку, установленную около подъезда жилого дома. На следующий день он встретил председателя этого подъезда, который сказал ему, что с помощью камеры видеонаблюдения они узнали, что он сломал лавку и потребовал возместить ущерб. Через некоторое время, прогуливаясь по городу со своим 26-летним другом, подозреваемый увидел металлическую лавку, прикрученную к асфальту. Тогда 19-летний молодой человек предложил своему товарищу похитить эту лавку, чтобы отдать ее председателю подъезда взамен сломанной, что они и сделали. На юге Казахстана загорелся склад боеприпасов. По меньшей мере 1 человек погиб, пострадали около 70. Город эвакуирован. Подробности в следующем материале. По меньшей мере 1 человек погиб и десятки пострадали в Казахстане в результате пожара на складе боеприпасов. Огонь, вспыхнувший в воинской части в городе Арысь Туркестанской области утром в понедельник, спровоцировал разрывы снарядов. На месте происшествия работают более 1000 спасателей. В Министерстве обороны Казахстана сообщили, что саперы очищают улицы от неразорвавшихся боеприпасов. Все дома в городе охраняет полиция и военные патрули. По заявлению местных властей, население Арыси, это более 40 тысяч человек, практически полностью эвакуировано в специально организованные лагеря. В регионе объявлена чрезвычайная ситуация. Местная МЧС ожидает, что пожар и взрывы будут продолжаться еще несколько дней. По меньшей мере 5 человек погибли и более 100 пострадали при железнодорожной аварии в Бангладеш. 4 вагона экспресса в восточном округе Мулви-Базар сошли с рельсов. 2 из них рухнули с моста. Число жертв, по данным местной полиции, может увеличиться. Подробности в репортаже Анастасии Дмитриевой. Не менее 5 человек погибли и более 100 пострадали в результате крупной железнодорожной катастрофы в ночь на понедельник в Бангладеш. Газеты со ссылкой на представителя местной больницы пишут, что ранены примерно 250 пассажиров.
Экспресс следовал из восточного города Силхет в столицу Даку. По данным СМИ, под составом обвалился мост над каналом. 2 вагона упали в воду, один перевернулся, рассказал представитель полиции города Кулаура. По его словам, причина инцидента пока не установлена. Следствие рассматривает 2 основные версии – неисправность железнодорожного полотна, либо разбалансировка колес поезда. В эфире была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя.